Кинозал забит до отказа, а зрители в основном это кадеты и юноармейцы. Перед самым премьерным показом художественного фильма «Группа крови» к собравшимся обратился руководитель субъекта. Самое главное, это основано на реальных событиях времен Великой Отечественной войны. Представляете, юноши, в принципе, юные, дети, можно сказать, видели такое зверство, и этот фильм об этом. Вообще, фильм посмотрите, сами оцените. Хочется такими быть. Потому что, когда люди идут, топчут твою землю, пренебрегают матерью, отцом, традициями, религией, все для них все равно. И в этой части всегда находятся герои. Гаснет свет. Переносимся в ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый детский приют. Всем спать! Жаба. Зрителю дана возможность прочувствовать эту атмосферу. Кинокартина иллюстрирует невыносимые условия: холод, голод, принудительный труд, карцер и расстрел за попытку побега. Но самое страшное — детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег. Фильм рассказывает о судьбах советских военнопленных и мирных жителей, ставших жертвами нацистских карательных операций. 1 час и 37 минут. Хронометраж фильма соткан исключительно на реальных событиях. Волнующие кадры, непередаваемые ощущения, когда вместо просто сопереживания хочется взять и спасти малолетних детей из плена нацистов. У нас проводится во главе с президентом Российской Федерации акция «Срока давности». Ни одно преступление, которое совершили нацисты на территории Советского Союза, не должно быть оставлено и, самое главное, не забыто. У нас юные поисковые отряды также проводят у нас поисковые мероприятия в Мукабеке, героям войн в городе Воинской славы, и также участвуют в захоронении наших солдат. И также ваши друзья и товарищи, такие же школьники, проводят поисковые работы на местах, где проводились бои, а самое главное, где проходили самые ужасные зверства. Это все документируется, раскрываются архивы и показывают. Поэтому мы помним, мы чтим, и когда мы объединяемся, смотрим такие фильмы «Единый кулак», мы не победим. Поэтому еще раз всех с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. Зрители, конечно, остались под впечатлением. Интересный момент был, когда их уже закрыли склад, чтобы сжечь их. И когда было интересно смотреть, наблюдать за детьми, которые уже надеялись только на Бога, пытались как-то получить тепло от воспитательницы, просили назвать их своими детьми. На самом деле фильм очень красиво снят с художественной точки зрения. Ну и помимо этого, смысл, который несет фильм, то, что с помощью него как-то просвещается молодежь по поводу событий Великой Отечественной войны, по поводу преступлений против человечества в целом. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.